Познакомить с традициями своего народа. Студентка Канадского университета создала сайт о Северной Осетии. В нем подробная информация об осетинской культуре на английском языке. Рената Дзотова учится на веб-разработчика, а сайт стал ее образовательным проектом. О сложностях и нюансах интересной идеи девушка рассказала в интервью нашему телеканалу. Ты живешь сейчас и учишься в Канаде. Как давно ты переехала? Я переехала год назад, в августе. Переехала учиться, изучать веб-разработку и дизайн. Это была идея моей бабушки. Она у нас очень образованная была женщина, и всегда она говорила: вы будете учиться и получите хорошее образование за границей. Здесь жила моя тетя, помимо этого, это очень хорошее образование. И тут располагался колледж технический, который обучает той профессии, которую я хотела изучать. Скажи, пожалуйста, как проходит твое обучение и в каком именно вузе ты учишься? Я учусь в Институте технологий Британской Колумбии. Он находится в Ванкувере. Это такой прям огромный университет размером с город. У нас огромное количество кампусов. Программа моя очень интенсивная. Мы учимся с 8 утра, и я прихожу в школу в 8 утра, ухожу в 11 ночи обычно, и так каждый день, без выходных на протяжении года. Это очень сложно морально. На самом деле, когда я начала учиться, на нашем потоке было 85 человек, а сейчас у нас 50 человек, потому что просто 35 человек не выдержали этого морально и физически. Как тебе вообще пришла эта идея создать сайт? Это была веб-разработка. Нужно было построить сайт-блог на любую тему, на которую мы разбираемся. Он сказал: любая тема, просто дайте мне варианты, я посмотрю и выберу. Я давно хотела сделать что-то на осетинскую культуру, потому что я заметила, что очень мало кто о ней знает. Из иностранцев никто, может быть, только из русских ребят. Поэтому я решила сделать что-то, что рассказывало бы об этой культуре, все в одном месте. Помимо этого, я заметила, что в англоязычном интернет-пространстве информации об осетинах очень мало, и она разбросана какими-то кусками, много из этого неправда, поэтому мне захотелось сделать платформу, на которой покрывались бы все основные элементы осетинской культуры, и можно было найти их на английском языке каждому. Помогал ли тебе кто-нибудь, возможно, с созданием сайта? Кураторы тут бывают, они всегда помогают, если есть какая-то проблема. Я могу всегда обратиться к преподавателю, но тут, по сути, проблем никаких не было, потому что технически этот сайт очень простой, и главную свою функцию он выполняет. Он информирует людей, образовывает об осетинской культуре. Есть ли у тебя вообще особый свой авторский стиль? Моя подруга Элина Багаева, это тоже был ее финальный проект об осетинской культуре в высшей школе экономики. Поэтому она училась на фотографии и дизайне, поэтому у нее потрясающие фотографии, и фотографии на сайте восхитительные. Чем ты занимаешься помимо учебы? Вот если, конечно, есть время, потому что ты уже сегодня рассказала, что это достаточно трудоемкий процесс. Сейчас лето, поэтому, в принципе, я могу делать, что хочу, после работы. Я работаю и работаю над своим портфолио, и гуляю, когда есть время. Но во время учебы это невозможно, потому что я живу практически в школе, в классе перед компьютером, и ни на выходных, ни в течение недели никуда невозможно выйти. Даже просто в банк или в магазин нужно выделять время в течение недели, не больше 2 часов, потому что каждый час прям считается.